Сельское хозяйство – основная развивающаяся отрасль Тувы. Чабанские стоянки есть в каждом районе республики. Скотоводы разводят овец, получая мясо и молоко, а шерсть как отход производства либо выбрасывается, либо сдается на переработку. Но ввиду отсутствия пунктов приемов шерсти и перерабатывающего завода, большая часть сырья гниет на свалках. В этом году было объявлено о начале строительства долгожданной фабрики первичной обработки шерсти. Пункт приема открыт по адресу улица Энергетиков, 4. В настоящее время идет подготовительная работа по строительству цеха, самого цеха. И так как оборудование у нас будет поставлено к концу года, в начале следующего года, нами начата работа по заготовке сырья. В связи с тем, что стрижка весь у нас сезонная летом, а оборудование у нас будет запущено весной следующего года. Данный проект реализуется компанией Сергеихинский текстиль. Строительство завода финансируется за счет индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы, сокращенно ИПСЭР, а также вложений инвестора. Проект оценивается в 240 миллионов рублей. Опытный аграрий Рудольф Дарвак считает, что для чабанов будет выгодным сдавать шерсть. А вот с реализацией нашего проекта появятся дополнительные доходы чабанам и плюс создадутся рабочие места. Планы по запуску в Туве шерстяной промышленности могли бы быть куда более амбициозными. Проект Сергеихинского текстиля представляет собой лишь первую часть переработки шерсти – мойку. Изначально в 2018 году планировалось построить завод с полноценным налаженным циклом переработки, включающим и мойку, и выпуск пряжи и готовых изделий. Бюджет выделили из ИПСЭРа. В то время данная программа задумывалась для того, чтобы вытащить регион из нищеты. Поэтому в ИПСЭР вошли фундаментальные проекты, необходимые для развития региона, в том числе фабрика шерстяных изделий. На реализацию проекта было заложено 580 миллионов рублей. Тогда и были сделаны первые шаги – проекты КЕШ и ДУК. Но с приходом нового правительства в 2021 году проект фабрики шерстяных изделий временно остановили, а потом и вовсе сократили бюджет ИПСЭРа до 240 миллионов. А самое главное, вычеркнули два ключевых звена – выпуск пряжи и готовых изделий. Если бы чиновники придерживались первоначального проекта, то республика заработала гораздо больше. Это были бы две добавочные стоимости на шерсть. 1 килограмм немытой шерсти стоит 8 или 12 рублей. После мойки стоимость увеличивается до 800 рублей за килограмм. Из этой шерсти можно получить пух. Килограмм пуха стоит уже 2500 рублей, а из пуха можно сделать одеяло и матрасы, цена которых варьируется от 5000 рублей. При реализации данного проекта Тува заработала бы хорошую прибыль в виде налоговых отчислений. Республика стала бы одним из ведущих производителей шерстяных изделий в стране, что благоприятно повлияло бы на развитие региона. Но власти предпочли меньший бюджет и скромные планы. Если завод существует только в планах в обозримом будущем, то на данный момент реально работают только мини-цеха. Когда только снимают шерсть с баранов, они нам привозят. Этот станок нам помогает разрывать на мелкие кусочки шерсть. Такими они будут. Трепальный станок называется. Он только помогает разрывать шерсть. От этого станка дальше мы берем и кладем на этот станок, чесальный. Он еще мельче щипает, расчесывает до пуха. И такая шерсть оттуда выходит. Аржана Сарглар со своим мужем Алексеем уже 3 года ведут собственное дело, перерабатывают шерсть. Свой мини-цех они открыли в поселке Кахи. Принимают шерсть по средней рыночной цене – 10 рублей за килограмм. Предприниматели встали на ноги не сразу. Сначала они участвовали во всех губернаторских проектах, чтобы открыть бизнес на шерсти. В самом начале 2011 году мы делали корпусную мебель, и мой муж очень любил делать юрты. А в юртах есть ковры из войлока. И подумали попробовать сделать ковры для юрты. Тогда началась работа с войлоком. В 2018 году стали делать вручную эти ковры. Как в старые времена, как
как традиционно делали всегда наши предки. А потом подумали, что нужно увеличить производство. Продажи хорошо шли. Решили полностью готовые юрты делать и каркасы, и покрытия из войлока. Но летом хоть как старайся, всю юрту не покроешь войлоком, потому что для юрты нужно больше 20 килограмм войлока. И как столько сделать? Тогда мой муж своими руками смастерил валяльный станок. Это помогло, но нам не хватало щипального чесального станка. И из-за этого работы растягивались. Но мы все равно делали по старинке. Руками отделяли шерсть, потом избивали шерсть и расставляли. Изделия растягивались на неделю. Это было полностью ручное производство. Тогда участие в губернаторском проекте «Дуг» помогло сыргларам. Они расширились и получили несколько новых станков и швейные машины. Взяли на предприятие 2 людей. Сейчас уже в цеховом масштабе выпускают тувинские шерстяные войлочные изделия, коврики, накидки на седла, чехлы для салонов автомобилей и матрасы. Если также вот шерстом работать, шкурком работать тоже, работа такой грязная, все пыльные, работа такой кропотливая, ну просто если желание есть, надо работать. Вот в основном в нашей республике тоже частные сектора, вот в районе, в каждом районе, конечно, вот наши бабушки, дедушки, они до сих пор это делают, вот выделку шкуры. Мы хотим, чтобы там более-менее масштабные были. Алексей и Аржана сырглары души не чают в своем бизнесе. Им нравится заниматься с шерстью, ведь это исконное тувинское производство. Они всех призывают открывать пункты приема, покупать оборудование и начинать производить изделия. Семья уверена, шерсти хватит на всех. Планы на будущее у сыргларов грандиозные. Они мечтают о производстве одежды, носков и безрукавок, как у наших соседей-монголов. Но для увеличения производства нужно помещение побольше, инфраструктурные коммуникации, канализация. А это все требует новых инвестиций. Мы находимся в индустриальном парке Кызыла. Именно здесь должен строиться будущий завод по переработке шерсти. Но территория огорожена, а признаков строительства нет. В июле 2021 года Фонд развития Республики Тыва объявил конкурс по отбору инвестиционных проектов для фабрики переработки шерсти. Был заявлен лишь один участник, который и стал победителем. Это гражданин Китая Ли Байчунь. По нашей информации, местных предпринимателей к конкурсу не допустили, хотя они были готовы вложить в проект те же инвестиции. Мы неоднократно пытались связаться с руководителем ОАО «Сергихинский текстиль» Ли Байчунем, главным инвестором и владельцем будущего завода «Пош». Но попытки связаться с ним стали отдельным мини-расследованием. Ли Байчунь с рабочим визитом посещал Туву несколько раз. Во время второго приезда 9 июля этого года мы планировали записать с ним интервью и уже получили согласие от его представителей. Однако в запланированный день нам поступил звонок от неизвестного чиновника. Данный гражданин отказался представляться и категорично потребовал разрешения на интервью у зампредседателя главы региона Андара Уранола Алдыноловича, который курировал проект завода шерсти с самого начала. Мы попытались связаться с Уранолом Алдыноловичем через пресс-службу правительства и получили официальный ответ, что правительство тут ни при чем. Никаких запретов на интервью они не давали, и если 108 канал желает, то нужно обращаться напрямую к инвестору Ли Байчуню. Редакция 108 канала вновь обратилась к тому самому неизвестному чиновнику, объяснив ситуацию в переписке, но получила лишь тотальное игнорирование. Последним в цепочке оказался Ли Байчунь. Мы связались с инвестором напрямую. Ли Байчунь, интеллигентный, вызывающий доверие человек, ответил прямо: дело в выборах. Его попросили не давать интервью из-за грядущего голосования. Как связаны выборы и строительство завода, неясно и нам. Данные переговоры проходили еще 9 июля. Тогда выборами и не пахло. Зато сейчас, в разгар избирательной кампании, Ли Байчуня попросили дать интервью одному из главных государственных СМИ. Сейчас мы уже 184 тонн собирали шерсть, но это мало, на самом деле мало. Поэтому у нас просьба поддержать наши тувинские народы, особенно чамбаны, чтобы побольше собирать шерсть. Это для нас, для нашего народа,
все оба как общие выиграть. Из всей этой цепочки действий и прятки с инвестором, который на самом деле не против интервью, переброс ответственности и игнорирование, ясно одно: если что-то скрывают от журналистов, значит есть что скрывать. Другого объяснения нет. Накануне в соцсетях вышла информация о дополнительном субсидировании приема шерсти. На каждый сданный килограмм будет производиться доплата в 20 рублей. Эта господдержка отправится к Ли Байчуню, и только от него будет зависеть реальная стоимость шерсти. Что мы имеем в итоге? Крупный инвестиционный проект стоимостью в 240 миллионов рублей. Я напомню, изначально бизнес-план и бюджет по развитию шерстяной промышленности в Туве были другими. Проект заключал в себя все стадии переработки шерсти. Наша республика заработала бы колоссальную прибыль. Но нет, довольствуемся малым. Завод должны открыть в следующем году, весной. А до этого наша тувинская шерсть, к сожалению, таки будет гнить на свалках. Мария Стручкова, Марат Энмекей, Культыгин Ашина, 108 канал.